Дорожные аварии – одна из основных тем повестки схода граждан. Их число растет и все больше людей погибает. По статистике, ДТП участились на дороге, ведущей в Малгобек. Трассу недавно реконструировали, и теперь новое дорожное покрытие позволяет водителям разгоняться на большие скорости. Статистика, сказать, что печально, это не сказать ничего. На самом деле, на территории республики в 3 муниципальных образованиях наблюдается рост как количества дорожно-транспортных происшествий, так и погибших, пострадавших. Это у нас Назрань, Назрановский и Малгобекский район. К сожалению, приходится констатировать, что если с сухими цифрами говорить, что Малгобекский район у нас лидер антирейтинга, потому что у нас 29 дорожно-транспортных происшествий из 88 по всей республике. В Назрановском 24, в Назране 22. В этих ДТП погибло 10 человек и было травмировано 41 человек. За этими сухими цифрами, наверное, все-таки у нас стоит не простая статистика, а жизни людей. Жители села приветствуют строгое наказание лихачей, однако, по мнению местных, коммерческих камер, фиксирующих нарушения, слишком много, и установили их не там, где положено. И еще одна проблема, губящая молодежь – распространение наркотических и психотропных веществ. В ходе дискуссии от жителей звучали разные предложения. Все согласны, что меры нужно принимать жесткие. По словам сельчан, Малгобекский район печально известен тем, что здесь много распространителей запрещенных препаратов. Правоохранительным органам республики из незаконного оборота изъято 46 килограмм 747 грамм наркотиков. 47 килограмм. В прошлом году было всего 6 килограмм. За этот год, посчитайте сами, во сколько раз мы увеличили изъятие этих наркотиков. Это говорит о чем? Не от того, что в прошлом году наркотиков мало было. Нет, не из-за этого. В этом году более активно начали работать подразделения управления всего министерства. В общем, задача министра внутренних дел в начале года была поставлена очень серьезная. Глава республики собирал, там же также были эти вопросы обсуждены. И с начала года, но если понимать, да, если 1 грамм наркотика может удовлетворить потребность 5-6 человек, я беру там группу героина или чего-то, я даже не говорю про синтетический вид наркотиков. Это если 47 килограмм, почти 50 килограмм, сколько тысяч человек можно ею, чтобы они употребили, и сколько человек могли быть получить какие-то там последствия определенные. Общие проблемы и схожие мнения. Предложения представителей схода сагопшинцы одобряют. Такие встречи помогают наладить контакт между представителями власти и гражданами. Мы, конечно, сегодня пришли к хорошему мнению, так как мы поделились, в принципе, общим опытом работы и мнениями. Так как нам, в принципе, сказали, объяснили, как работают правоохранительные органы насчет всего этого проблемы, чтобы решить в нашей республике. Я согласен, как они решают эти вопросы, но мы сегодня озвучили свои мнения еще, так как можно еще посильнее побороться с этим злом. Диалог был продуктивным. Каждый в зале высказал свое мнение относительно обсуждаемых тем. Всех объединяет то, что они переживают за свое село, район и регион в целом. Идрис Ижиев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.